Реконструкция векового здания Алатырского краеведческого музея должна быть завершена уже в следующем году. Напомню, работы там ведутся в соответствии с планом основных мероприятий к столетию образования чувашской автономии. Объект проверил в Рио глава региона Олег Николаев. Реконструкция деревянного здания бывшего городского училища 1911 года началась еще в прошлом году. Строители уже выполнили первый этап, обновили кровлю, частично заменили стропильную систему, межэтажные перекрытия каменного пристроя, а также восстановили утраченный в 50-х годах фронтон здания. Сейчас планируются работы по усилению фундамента. Сейчас действует контракт в размере 16 миллионов рублей. Начаты работы по укреплению фундамента, сделана крыша. И при первом уточнении бюджета Чувашской Республики в этом году, в марте, были выделены средства Чувашской Республики 22 миллиона 300 тысяч рублей на завершение этого объекта. Всего общая стоимость объекта 40 миллионов 600 тысяч рублей. Руководитель региона отметил, что важно закончить основные инженерные работы до начала отопительного сезона, так как здание деревянное и оно не должно подсыреть. Олег Николаев попросил четкого графика производства работ, чтобы отслеживать реконструкцию этого здания, которое имеет историческую и культурную ценность. Следующей точкой маршрута стал стадион «Спутник». В рамках программы формирования современной городской среды в 2019 году здесь оборудовали открытую хоккейную площадку с пластиковыми бортами. Но есть и ряд проблем, которые не позволяют свободно заниматься здесь спортом. Ну вот у нас проблема негде раздеваться. Это вот здание, бывшее на стадион, оно функционировало, было печное отопление. Сегодня просто-напросто востребовано для того, чтобы дети, все горожане могли приезжать, с района могли приезжать, переодеться, играть. Хоккей, дети, детская команда у нас хоккейная есть, играют, и взрослые хоккейные команды есть. Руководитель региона подчеркнул, что работа только начата, и территория рядом с хоккейной коробкой передана детско-юношеской спортивной школе номер 1. Это значит, что юридически будет проще и перспективнее использовать эти земли. В Рио глава Чувашии рассказал, что, работая в Государственной Думе, он занимался темой этой спортивной площадки. У нас кабинеты рядом были с Фетисовым Вячеславом, то, конечно же, после того, как он именно про эту коробку рассказал в своей передаче, которую он вел, у нас, конечно, общение по этому поводу было регулярным. Задачи остаются прежними. Здесь создать благоприятные условия для занятия, прежде всего, массового спорта. Это и хоккей, и футбол. Я думаю, что здесь можно и беговые дорожки сделать, с тем, чтобы алатырцы могли здесь, с одной стороны, комфортно проводить время, с другой стороны, развивать вот такое здоровое отношение к жизни. Елена Михайлова, Алексей Енейкин, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.